говорить, что вот мы говорим между собой, да, это же неправда. Когда вот мы говорим, с кем-то я разговариваю, они говорят, да, это же неправда. Но я знаю, что это неправда, но я объясняю другое. От того, что ты знаешь, что это неправда, и твой сосед или там другой знает, зато весь мир, на весь мир России, их пособник, их агентуры льют на нас грязь. А чтобы это Да. не было, мы должны здесь на Западе работать, объединяться и говорить. И эти люди, которых я говорю, они здесь пытаются где-то что-то собрать, что-то говорить. Посмотрите на их, скажем, резолюции или какие-то их заключения. Абсолютно их все эти принимаемые решения в пользу Кремля. Под видом того, что они защищают, допустим, нашу страну. Они, значит, лезут в те двери, полномочий которых нет, они пытаются на себя навесить и кричать, что они здесь, и их воспринимают здесь, их под, ну, скажем, в поддавки с ними играют некоторые политические деятели в разных странах и Европы тоже. Вот что, значит, мы должны понимать. Мы должны понимать, что все, что они про нас вот говорят, и мы знаем, что это не так. Да, все чеченцы знают, что это не так, что это неправда. Но мы не понимаем, что мы должны именно вести работу масштабную по всему миру. И все, которые находятся здесь на Западе, все чеченцы или наши друзья, должны вот как раз-таки именно работать в рамках объединения наших усилий по признанию нашего государства, как Украина признала. И не должны поддаваться вот этим вот самозванцам, которые себя изображают какими-то деятелями. Нет, они не какие-то не деятели, это беженцы, которые сюда приехали и себя изображают. Они не имеют полномочий от власти нашего народа, они не имеют полномочия от нашей законной легитимной власти, а та, которая есть здесь на Западе, президент правительства Чеченской Республики, они отворачиваются и пытаются сказать, что ее нет. Нет, она есть, чтобы они не говорили. Почему она есть? Она крепка, она есть и будет, потому что это есть люди, которые избраны нашим народом. Это власть нашего народа. Пусть она в усеченной форме. Мы не можем, скажем, сегодня в полной форме в зарубежье, в полной форме работать. Наша задача – это разъяснить остальному миру, что мы создали свое государство в рамках международного права. Наша задача – работать по объединению наших усилий для признания нашего государства, что она незаконно оккупирована. И те республики, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом, балтийские, как раз-таки они были первыми освобождены России, когда ситуация в Советском Союзе, когда ситуация изменилась. Поэтому нам в этом направлении надо работать и не слушать этих людей, которые сами того не понимая, или которые сами являются, может быть, даже и агентурой Российской империи. Вот о чем я хочу сказать, чтобы здесь мы были, значит, ситуация, которая проясненная для всех. Именно это нужно. На Западе есть только президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, который является легитимной властью, имеет продолжение. Мы не являемся последователями или правопреемниками, как другие хотят. Мы не правопреемники, скажем, легитимной власти. Мы есть та самая власть, именно представитель той власти. Мы являемся представителем той власти, которая была избрана в 1997 году на очередных выборах, который подтвердил ОБСЕ, и до 200 наблюдателей были, которые мы тогда продолжили действовать на основе нашей Конституции. Мы не новая власть, мы ничего не хотим создавать. Мы являемся теми, и мы находимся, все имеем те должности, которые умели с тех пор. У нас есть специально принятый закон в декабре 1994 года, где сказано, что до изгнания оккупантов с территории нашей республики власть, которая тогда была избрана, остается со своим полномочием. Все другие власти, которые, значит, там действуют и изображают из себя незаконно, их решение не имеет юридической силы, и оно будет потом приведено в соответствии с нашими
законами и нашими, как говорится, постановлениями, которые